Вебинара. Сегодня тема у нас «Использование мяча в коррекции двигательных нарушений у детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата». Мы сегодня будем говорить про игры с мячом. Игры с мячом занимают особое место среди подвижных игр, особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мяч – это шар, самая совершенная геометрическая фигура, самая простая игрушка. Никакое тело другой формы не имеет такой большой поверхности соприкосновения с ладонью. Ведь представьте себе, удерживая мяч, у нас с мячом соприкасается ладонь и пальцы. Немецкий педагог-философ XIX века Фридрих Фребель отнес шар к великим дарам педагогики, назвал его идеальным средством для упражнений. Совместная работа вестибулярного, зрительного и кожного анализаторов, которые включаются при выполнении упражнений с мячом, усиливает эффект занятия. Игра с мячом развивает крупные и мелкие мышцы рук, увеличивает подвижность пальцев, способствует развитию координации, ловкости, согласованности движений. Кроме того, замечательная подготовка руки дошкольников к письму. Отбивание мяча повышает настроение, снимает агрессию, помогает избавиться от мышечного напряжения, вызывает удовольствие, писал американский психотерапевт Александр Лоуэн. В реабилитации детей с церебральной патологией используются различные мячи, большие и маленькие, резиновые и пластмассовые, круглые и овальные, твердые и мягкие, сшитые из ткани, гладкие и массажные, ортопедические мячи с ручкой и мячи на резинке. Дайте детям возможность пощупать каждый мяч, потрогать его, погладить, пощипать, похлопать по нему руками. Эффективнее всего начинать игровые упражнения с использованием массажного мячика. Упражнения с массажным мячиком, они способствуют совершенствованию тактильных ощущений, а мы знаем, что у детей с ДЦП тактильные ощущения у них нарушены. Улучшает движение в суставах пальцев рук, развивает мелкую моторику. Массажный мяч помогает снять скованность, привести мышцы в тонус, устранить похолодание кончиков пальцев, которое вызвано волнением, а дети с детским церебральным параличом, у них очень сильно потеют руки, холодные руки, пальчики замерзают. Массажный мячик, упражнения с массажным мячиком помогают устранить эти проблемы. Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от тонких движений пальцев рук. У детей с детским церебральным параличом часто наблюдаются речевые нарушения, поэтому массажный мячик и здесь является хорошим помощником. Какие же упражнения можно делать с массажным мячиком? В первую очередь это упражнения для рук. Массажный мячик диаметром 6-8 см легко помещается в ладошке. Сначала надо поздороваться с мячиком, погладить его то одной, то другой ладошкой. «Здравствуй, мячик, ты хороший, поиграй со мной тоже». И начинаем самомассаж ладошек массажным мячиком. Я мячом круги катаю, взад-вперед его гоняю. Им поглажу я ладошки, а потом сожму немножко. Каждым пальцем мяч прижму и другой рукой начну. А теперь последний трюк. Я его бросаю в круг. Бросать мячик можно в обруч, который лежит на полу, или в корзинку. А следующее упражнение, в него включается еще упражнение и на шейный отдел позвоночника. Массажный мячик, он ведь похож на ежика, поэтому стихотворение про ежика. Ежик выбился из сил, яблоки, грибы носил.
Мы потрем ему бока и помнем их слегка. Мы почешем ему ушки, мы погладим ему брюшко, мы погладим ему ножки, чтобы долго бегал по дорожке. А потом делаем наклон головой. Мячик надо положить на плечики и удержать мячик головой. А вы послушайте, мячик что-то нам сказал. Что же он нам может сказать? Он спасибо нам сказал. Он тихо прошептал и сказал вам спасибо. А потом то же самое движение делаем в другую сторону. А теперь мячик сказал вам большое спасибо за то, что вы его погладили, почесали за ушком. Мы с детками сначала всегда почешем за ушком, чтобы они нашли свое ушко на голове. Почешем, потом погладим свой животик, потом погладим ножки, пальчиками погладим колючки у массажного мячика. Вот сколько движений ребенок делает при помощи массажного мячика. Я хочу вам дать один совет, что при выполнении упражнений для рук с использованием мяча или какого-то любого предмета, будь то гимнастическая палка, ленточка, косичка, сплетенная из веревочек, запомните правило, что всегда с начала упражнений выполняется менее пораженной рукой. Особенно это у детей со спастическим гемипарезом. Одна рука поражена, вторая рука без поражения. И тут тоже мы включаем речевое сопровождение. Если поражена правая рука, приговариваем. Левая рука, она учит правую. Или сильная рука учит слабую. Никогда не говорите при ребенке, что у него больная рука или что он больной. Не надо, ведь это воспитывает в ребенке низкую самооценку. Я помню, что у нас мальчик был, но это уже теперь не мальчик, это уже теперь взрослый мужчина. Вот почему-то вбили ему в голову, что у него больная рука. Ребенок со спастическим гемипарезом. Больная рука. И вот он ходил, эту руку прижимал к себе, жалел ее, нянчил все время. Я ничего этой рукой делать не буду, она у меня больная. Сколько ни пытались с ребенком говорить на эту тему, давай поработаем. Ну, где-то что-то он делал, а в основном он прижимал ее и говорил, она у меня больная, потому что он где-то услышал, или от мамы, или где-то в садике он слышал. И вот уже став взрослым, встречаешь его, что у него рука, она совсем сухая стала, она стала намного меньше. Она стала сухая, она не стала неподвижная, потому что вот вбили в ребенка это понятие, что у него рука больная. Упражнения с мячом выполняются для устранения пронаторной установки предплечья. Мы уже говорили о двух таких терминах – пронация и супинация. Напомню вам, ладошка кверху – это супналили, это положение супинации. Ладошка к низу – это положение пронации, суппролили. Дети с поражением головного мозга, у них чаще всего рука находится в положении пронации. Вот для устранения пронаторной установки предплечья делаем следующее упражнение. Но сначала мы сделаем это упражнение с рукой менее пораженной. На ладони вытянутой руки лежит маленький массажный мячик, который спрятан в ладошке. Бывают совсем маленькие массажные мячики. По сигналу «покажи мячик» ребенку необходимо разжать ладошку и показать мячик со словами «вот он». Повторить такое упражнение надо каждой рукой. Возможно, помощь взрослого, потому что ребенку сложно бывает, у него еще нет вот выработанного этого стереотипа повернуть руку ладошкой кверху. Возможно, помощь взрослого, когда он помогает руку ребенка повернуть ладошкой кверху. Или следующее упражнение – сжимание массажного мячика кистью. Мячик лежит на ладони вытянутой руки. Надо так сжать мячик, чтобы мячик оставил на ладошке дырочки от своих колючек. Дети с удовольствием делают это упражнение, а потом даже пытаются посчитать, сколько дырочек оставил мячик на ладошке.
сколько дырочек он оставил на пальчиках, если мы щупаем мячик пальчиками. При выполнении этого упражнения тоже необходима помощь взрослого. Передается мячик из руки в руку за спиной. Передача мячика из руки в руку, перенося его вокруг себя. А приятно, когда массажным мячиком мы делаем массаж друг другу. Дети встают в круг спиной друг к другу и катают мячики по спине впереди стоящего ребенка. Очень приятное чувство возникает. Игра «Веселые столкновения» проводится сидя на полу или сидя за столом. Перед ребенком на расстоянии друг от друга на ширине плеч ребенка лежат два мячика. Действуя одновременно обеими руками, подтолкнуть мячики навстречу так, чтобы они столкнулись. А можно и сделать противоположное упражнение, где без столкновения, где необходимо мячики направить таким образом, чтобы они не столкнулись друг с другом. При выполнении этих упражнений развивается глазомер, внимание, координация движений руки и кисти. Использование мячика для укрепления мышц стоп. С успехом можно выполнять упражнения для укрепления мышц стоп, используя массажные мячики. Прокатывание мячика от пятки до носочка, сидя или на стуле, или на полу. Прокатывая мячик, у нас раздражаются биологически активные точки стопы, а их на стопе очень много. И приговариваем при этом. Мы катаем мячик, катаем мы колючий, от пальчика до пяточки. Вперед-назад, катаем мы колючий. Мячик прокатывается сначала менее пораженной ногой, а потом прокатывается ногой, которая сильнее поражена. Или такое упражнение. Одна нога на мячике, выполнять круговые движения стопой, массируя ее. При движении надо надавливать стопой на мячик, чтобы раздражение было сильнее. Из исходного положения, сидя на стуле, мячик зажат между стопами. С надавливанием выполнять массаж области стоп. Стопами выполняем массаж мячиком. Темп выполнения здесь упражнение медленный, потому что ребенку надо стараться удержать мячик, да его еще и прокатывать между стопами. Мяч между голеностопными суставами. Удерживая мяч, приподнять ноги, согнуть и поставить их на пол. Затем поднять, выпрямить и вернуться в исходное положение. Темп выполнения всех этих упражнений медленный. Мяч, который на резинке или подвешенный на веревке, можно отбивать ногами, а можно отбивать мяч сидящему напротив или ребенку, или взрослому. Использование массажного мячика для увеличения подвижности голеностопного сустава. Здесь можно не только массажный мячик использовать, а небольшой мячик, резиновый или пластмассовый. В исходном положении, сидя на стуле, ноги согнуты в коленном суставе, стопы соединены, плотно прижаты к полу. Задание: нужно сделать полочку. Надо навести порядок и все мячики положить на полочку. Пятки необходимо прижать к полу, носочки соединить и потянуть на себя. Представьте себе, пятки прижаты, ножки соединили и носочки потянули на себя. У нас получилась полочка, а на эту полочку можно положить мячик, навести порядок и положить мячик. А потом носочки опускаем вниз, и получается горочка. Мячик скатывается вниз по горочке. Повторить такое упражнение несколько раз. Если ребенок не может пораженную ногу потянуть, носочек на себя, то здесь необходима помощь взрослого ребенку. Необходимо простимулировать немножечко, пощипать стопу, погладить или похлопать по стопе. Ребенок все равно будет стараться удерживать мячик на своей полочке.
А можно устроить соревнование, чей мячик укатится дальше. Сесть в один ряд и по команде скатывать мяч с горочки. Мячик должен скатиться без усилия со стороны стопы. Подталкивать мяч нельзя. Необходимо спокойно опустить стопу и определить, чей же мячик укатился дальше. Для увеличения подвижности коленного и тазобедренного сустава. Но мы уже знаем, что у детей с ДЦП, у них в результате напряжения мышц, спастичности мышц, происходит укорочение мышц, и в результате этого тугоподвижность суставов голеностопного, коленного, тазобедренного, лучезапястного, локтевого, плечевого. Дети сидят в исходном положении на полу с согнутыми в коленях ногами. Ноги чуть разведены. Мячик лежит между ногами. Выпрямить ноги в коленном суставе и положить их на пол, приговаривая: согну и выпрямлю я ножки, чтоб бегали по дорожке. И повторить так несколько раз, как бы делая перепрыгивание через мячик. А для тазобедренного сустава такое упражнение. Ребенок сидит в исходном положении, сидя на полу с широко разведенными ногами. Между ногами лежит мячик. Переносим правую ногу к левой через мячик, приговаривая: ножка к ножке в гости ходит и друзей своих приходит. Такое же движение сделать левой ногой, учитывая, что сначала мы сделаем упражнение менее пораженной ногой, а потом более пораженной, чтобы сильная ножка учила делать движение слабую ножку. Для укрепления мышц ног и туловища можно предложить такие упражнения. Прокатывание мяча ногами, уже мяча большого. Руки ребенок упирается руками сзади. Здесь обязательно необходимо следить, чтобы рука была расправлена у ребенка, большой пальчик отведен, чтобы была опора на всю руку. Здесь тренируется опороспособность руки. Или прокатывание мячика вокруг себя, поворачиваясь вокруг себя с помощью рук. Или дети сидят парами друг против друга, мяч передавать друг другу ногами. Стопы как бы охватывают мячик. Отталкивание мяча друг другу ногами, играем в футбол ногами. Эти упражнения укрепляют не только мышцы ног, но и мышцы брюшного пресса. Теперь поговорим про ортопедический мяч с ручкой. Центром современной медицины Primavera Medica города Москвы разработан специальный комплекс упражнений на мяче с ручкой для детей и взрослых с церебральной патологией. Эти упражнения легко воспроизводимы в домашних условиях. Конечно, эти упражнения с ребенком, они делаются в индивидуальном порядке, индивидуально. Специальный комплекс упражнений на мяче с ручкой позволяет создать наиболее оптимальные условия для правильного положения туловища, тренировки осанки и основных групп мышц, улучшит координацию и равновесие, релаксирует напряженные мышцы ног и туловища, подготовит к совершению правильных движений. Упражнения на мяче могут исполняться в различных исходных положениях. Сидя верхом, лежа животом на мячике, лежа на спине. Выполнять упражнения на мяче в положении лежа гораздо труднее, чем на твердой поверхности, потому что здесь приходится балансировать. При этом при балансировке работают мелкие мышцы туловища. Упражнения в положении сидя на мяче, они тренируют мышцы тазового дна. Покачивание в положении на мяче, как верховая езда на лошади, благотворно влияет на уменьшение порочных поз. А мы знаем, что у детей с ДЦП порочные позы – это приведение ног друг к другу, когда ребенок ходячий, а если ребенок не ходячий, то у него перекрест ног. Выполнение упражнений поднимает настроение, создает положительный эмоциональный настрой. Ну и правила, какие выполняются. Это удобная одежда, не скользкая обувь, отсутствие рядом острых предметов. Упражнения не должны причинять боль и дискомфорт.
Упражнения выполнять без резких движений и толчков. Соблюдать приемы страховки. Взрослый обязательно всегда находится сзади ребенка. Ребенок сидит на мячике, взрослый сзади сидит на скамеечке или на стульчике. Подбирать мяч по росту ребенка, так, чтобы при посадке на мяч между туловищем и бедром был прямой угол, бедром и голенью, голенью и стопой. Для большей устойчивости ноги располагаются на ширине плеч. Стопы крепко прижаты к полу. Упражнение также выполняется под речевое сопровождение. Специальный комплекс на ортопедическом мяче с ручками, он также состоит из вводной и основной части. В завершении комплекса проводится релаксация на мяче. Ребенок ложится на мячик и отдыхает, раскачивается. Вводная часть – это разминка, которая состоит из поочередного движения вверх-вниз, покачивание в сторону, покачивание вперед-назад, вращение по и против часовой стрелки. А основная часть состоит из упражнений для рук, для ног, для туловища, для стоп. Сюда же входят прыжки на мяче с продвижением вперед, если ребенок может их выполнять самостоятельно. А при невозможности выполнения он выполняет подскоки на месте с помощью взрослого. Ну а заканчивается комплекс отдыхом на мяче. Вот здесь вот фотография из одной странички этого комплекса. Вот упражнение для отведения ноги. Нога отводится в сторону и приводится. Отводится в сторону одна, потом другая. Упражнение для коленного сустава. Одна нога крепко прижата к полу, другая нога выпрямляется. Выпрямили ногу, согнули, поставили, крепко прижав к полу носочек и пяточку. Добиваться такого положения, потому что надо тренировать опороспособность стоп. А мы знаем, что детки с ДЦП, они ходят на носочках. Здесь упражнение на тазобедренный сустав, когда поднимается нога высоко в тазобедренном суставе. Упражнение для стоп, оно выполняется босиком или в носочках. Прижатая к полу пятка, поднимается стопа вверх. И противоположное движение. Прижат к полу носочек, поднимается пяточка. Ну и чередование. Работа одной ногой и работа другой ногой. Мяч на резинке. Мы уже говорили много об этом мяче. Мяч, который позволяет играть ребенку дома. Можно в группе использовать такой мяч, можно дома. Ведь ребенку хочется и дома поиграть в мячик, а дома у нас такие условия бывают стесненные, что ребенок начинает мячом играть, там телевизор, там зеркало, там лампа, там зеркало, стекло. Боязнь, что ребенок что-нибудь сломает. Самое удобное – работать дома с мячом, который на резинке. Вот сейчас я покажу слайд. Вот слайд. Мяч прикреплен на перекладине в углу стенки. Мяч на резинке. Если это фабричный мяч, можно его сделать самостоятельно, положить мячик в сетку для овощей, а тут использовать обыкновенную резинку. Тут ребенок приседает с мячиком. Обратите внимание, что здесь должна быть стопа обязательно с опорой. Вся стопа должна быть прижата к полу. Можно для тренировки меткости на стене приклеить из самоклеющейся бумаги фигуры геометрические. Треугольник, круг, квадрат, овал. Ребенок, поднимая руки вверх, броском из-за головы старается попасть в мишень. А этот мячик прикреплен он к гимнастической стенке. И вернемся еще раз к тому, какие упражнения можно сделать. Правильно учить ребенка держать мяч. Кисти рук
по бокам мячика. Пальцы широко расставлены, большой пальчик отведен. Чтобы ребенку было понятно, как правильно удерживать мяч, можно предложить ему положить свои руки на голову в области ушей, пальцы выпрямить, и ребенок прочувствует это движение, и ему легче будет правильно удерживать мяч. Прям несколько раз закрыли ушки, как будто бы мяч держите, пальчики расправлены, большой пальчик отведен, а потом переходите на это движение с мячиком. Надавливать кистями на мяч, почувствовать его форму, упругость. Бросать мяч можно различными способами: из-за головы, от груди, снизу. Отойти с мячом назад, отпустить и попытаться его поймать. Но если не поймать, то хотя бы снова взять мячик. Присесть с мячом, отпустить, встать и снова попытаться поймать его. Бросить мяч в цель. Вот сколько можно упражнений сделать с таким мячиком. Можно поиграть, взрослый держит мячик на резинке, можно поиграть в футбол, стоя пинать мячик, или в положении лежа, если ребенок не может стоять. Игры с мячиком в сухом бассейне. Сухой бассейн, он является специфическим тренажером, позволяющим решать задачи оздоровления детей. Занятия в сухом бассейне помогают удовлетворять естественную потребность ребенка в движении. В сухом бассейне тренируются различные группы мышц, в том числе и формирующие осанку. Игры в сухом бассейне улучшают психоэмоциональное состояние ребенка. Дети испытывают необыкновенное удовольствие и радость, погружая себя в безопасные волны бассейна и резвясь среди множества разноцветных шариков. Упражнения в сухом бассейне можно проводить также в различных исходных положениях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе. Упражнение «Сильные ножки». Дети сидят в бассейне, прислонившись спиной к бортику. По сигналу взрослого отталкивают от себя шарики ногами. Или упражнение «Рыбки». Лежа на животе, дети имитируют плавательные движения. Ежики спрятались. Лежа на спине, дети прижимают коленки к груди, группируются, обхватывают коленки руками и перекатываются на спине вперед-назад, из стороны в сторону, получают массаж мячиками. Юла. Сидя в бассейне, ноги согнуты в коленях, дети с помощью ног вращаются вокруг себя, вправо и влево. Или спрячь зайку от волка. Ребенок сидит возле бортика, а в середине бассейна игрушка-заяц. Ребенок набрасывает руками на зайца шарики, прячет его от волка. Тренируются мышцы рук, глазомер. Ну вот, сухой бассейн. Такие бассейны родители приобретают домой. Они могут быть в группах. Но сейчас очень много таких бассейнов в разных детских спортивно-развлекательных центрах. Но вот меня больше всего интересует, как же обрабатываются мячики в этих огромных бассейнах, где, наверное, не 1000 мячиков. Это в таком бассейне можно каждый мячик протереть, влажную уборку сделать, а после того, как достаешь мячики, сколько там всего на дне мячика. Как делают уборку? Вот это для меня загадка. Спортивные развлечения с мячами. Тоже интересная тема. Проводить можно и для родителей, можно проводить в группе отдельно с детьми. Марафон «Мой веселый звонкий мяч». 1, 2, 3, 4, 5. Будем с мячиком играть. Обязательно организуйте выставку мячей. Ведь мячи бывают разные. Большие и маленькие, яркие, массажные, игровые, круглые, овальные, с ручкой и на резинке. Упражнение знакомства. Стоя в кругу, дети прокатывают друг другу большой мяч, называя свое имя. А, кстати, некоторые дети с ДЦП, они боятся большого мячика. Значит, взрослый должен учитывать это, стоять рядом с ребенком. Согреем руки. Делается самомассаж с помощью массажного мячика.
Для малышей игра «Подари зверюшке мячик», скатывание мячика с горки или с наклонной доски, где можно посадить различные игрушки. А старшим детям игра боулинг. Ничего особенного для этой игры не надо. Выкладывается следовая дорожка, обратная сторона. Мы всегда называем ее солнечная дорожка. Кегли вдоль стенки и маленький мячик, который помещается в руке. Ребенок бросает по солнечной дорожке, катит этот мячик и старается сбить как можно больше кеглей. Вот такая игра боулинг, свой боулинг в детском саду. Или игра «Солнечный зайчик». Я очень люблю вот такие вот всякие разноцветные ткани, делать из них полянки, тоннели, которые можно использовать как дупло, как берлогу. Много теперь всяких таких разноцветных тканей продают. Вот здесь такая полянка, где прыгают солнечные зайчики. А солнечный зайчик – это у нас желтый мячик. А можно использовать и игрушку. Есть желтые зайчики. Под песню, которую исполняет ансамбль «Непоседы» «Солнечный зайчик», ребятки натягивают полянку и плавными движениями приводят солнечного зайчика в движение. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Солнечный зайчик. Он по веткам ловко скачет, может сесть на крышу дачи солнечный зайчик. Никого он не боится, ни лисенка, ни волчицы солнечный зайчик. Он боится только тучки. Не встречаться с ней лучше солнечному зайчику. При этих словах детки садятся, приседают, полянку опускают на пол, налетела тучка, закрыла солнышко. Нету солнечного зайчика, если нету солнышка. А потом мы встаем, делаем дыхательное упражнение, вдох через нос и выдыхаем через рот долго-долго, чтобы тучку прогнать, чтобы солнечный зайчик снова выскочил и снова весело прыгал на полянке. И самый кайф дети получают тогда, когда им разрешается сильно-сильно раскачивать полянку и подбрасывать мячик высоко-высоко до потолка. Когда он взлетает 1, 2, 3, 4 раз, а потом выпрыгивает с полянки. Дети получают от этого огромное наслаждение. Игра «Собери мячи по цвету». Вот разноцветные мячи: синие, желтые, красные, и корзинки красная, желтая и синяя. И деткам дается задание собрать мячи по цвету. Вот дети с поражением рук, они работают пораженной рукой. Работают, чтобы донести мячик в корзинку и положить его. Ну и заканчиваются такие спортивные развлечения, конечно же, салютом, как любой праздник. Салют в этой игре, мячики используются мягкие, потому что я уже говорила, что детки порой боятся, когда на них летит твердый мячик, а мягкий мячик, сшитый из ткани, сшитый родителями, он не причинит ребенку никакой боли. Детки встают в круг и бросают мячик в центр круга с криком «В честь нашего праздника! Салют!» Несколько раз запустите салют с мячиками. Ну вот, наш вебинар заканчивается. Играйте с детьми мячами. Играйте на улице, в спортивном зале. В группе играйте мягкими мячами, сшитыми из ткани. Доставьте детям удовольствие и наслаждение от игры мячом. Спасибо за внимание.